Добрый день, дорогие телезрители! В эфире телеканала Якутия-24 замечательное трудовое шоу, которое нами с Андреем Анатольевичем Высоких было задумано еще в конце прошлого года. Мы тогда не знали, что год будет объявлен годом труда. Согласитесь, Анатольевич? Это, понимаешь, это там, связано с космосом. Да, Они нас услышали. Это какие-то, да, такие вещи, метафизические вещи, которые как раз идут в ногу с нашими настроениями. И вот задуманная нами мысль устроить соревнования лучших столяров-любителей, еще раз повторюсь, любителей, не профессиональных столяров, которые имеют какие-то специальные рабочие специальности и так далее, устроить соревнования и определить среди них лучшего, ну, с присуждением там каких-то вещей. Телеканал Якутия-24, ООО «Профи» и наши партнеры замечательные. К нам присоединились в качестве соорганизаторов кафедра технологий деревообработки СФУ имени Амосова, представитель Михаил Фрументьевич Лавров. Здравствуйте, Михаил Фрументьевич, рад вас приветствовать в цеху компании «Профи». Центр опережающей профессиональной подготовки – это как раз тот орган, та организация, которая обеспечивает переподготовку граждан. Владислав Хабаров, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки. Я еще скажу, еще один соорганизатор, Светлана Евгеньевна, к сожалению, отсутствует сегодня, но это один из лучших поставщиков качественной древесины. Все знают ИП Савенкова, но там есть второй еще орган, который называется ООО «Лесторг». И наши партнеры замечательные из компании «Техноавиа», которая обеспечивает, заметьте, ребята должны трудиться и так далее, не в ущерб, скажем, для здоровья своего, да, поэтому качественными СИЗами нас обеспечивает, СИЗами и рабочими вот этими вот костюмчиками, вот такими вот, да, обеспечивает компания «Техноавиа». Ну и, Андрей Анатольевич, прежде чем начать конкурсное выступление наших участников, их у нас трое, я бы хотел вот в качестве соорганизатора от вас пару слов. Всем большой привет, всех поздравляю на самом деле с этим знаменательным событием, которое мы вот придумали с Дмитрием, о том, что действительно нужна профориентация, нужно показывать людям, что можно делать у себя дома, в мастерской, там небольшой, в гаражах и так далее, имея какой-то небольшой буквально штат инструментов. Ну, здесь в цехе, да, их много, но в принципе каждый мастер знает, что ему нужно. По то, что сказал Дмитрий, сейчас мы делаем баттл, не люблю это слово, но тем не менее, ладно, соревнования между столярами, любителями. Потом мы хотим также сделать в другом цехе, где мы делаем детские площадки уже из металла, там есть у нас конструкции. Здесь работают детские площадки из дерева и фанеры вот на ЧПО. Сделаем соревнования сварщиков, вот опять же, любителей. И третье, я предложил, чтобы было еще соревнование ЧПУшников. То есть у нас есть хорошее оборудование, и в Якутске сегодня очень много, ну в Якутии, очень много людей, которые купили хорошие станки, они стоят семизначные цифры, но они не, как сказать, неполноценно их используют, потому что каких-то не знают нюансов. Поэтому мы, опять же, пропагандируя вот этот вот вид деятельности, хотим еще, чтобы на ЧПУ поработали тоже любители, у которых есть свои станки, и они показали бы, что они умеют там по своим вот возможностям. Поэтому всем... Вот тут надо заметить, что среди ЧПУшников очень много женщин. Да. Достаточно много, скажем. Не очень много, а достаточно много женщин, потому что не следует идти на поводу каких-то стереотипов в том, что, допустим, столярное дело – это дело только мужчин, суровых таких. У нас лет 10 назад женщина купила лобзик. Для меня лобзик, все, и ничего больше. И вот она, вот если где-то она выкладывала, по-моему, в Инстаграм, очень много работ делает. То есть абсолютно, вот казалось бы, да, вот женскими руками оно все получается гораздо интереснее. Дальше. Да, ну, в принципе, всех милости просим к нам. Все открыто, все мы вот абсолютно доступны. Как мы работаем, что мы делаем для ребятишек, вот эти все комплексы. Стараемся делать это реально качественно, реально безопасно. У нас единственных в регионе, у кого есть сертификат по безопасности для изготовления детских комплексов. Это очень важно. Такая длинная и дорогая работа, на самом деле, нами проделана 2 года назад. Поэтому вот в том числе это все делается здесь, нашими мастерами. И мы очень рады приветствовать сегодня тех ребят, которые будут показывать, что они могут делать. Мы вот специально с Дмитрием приготовили хороший материал, они будут пользоваться нашими станками, принесут что-то свое от Festool, кто-то, то есть без разницы. Главное, чтобы люди работали руками и показывали, что они умеют.
когда мне говорят, а что ты берешь так дорого за какую-то тумбочку, я говорю, а ты приди в мастерскую, да, и подыши, скажем так, воздухом, в котором мельчайшие взвеси вот этих древесной пыли, стружки и так далее. Ким отлично знает, что это такое, когда работать с сизами и без сизов. Ну, согласитесь, это тяжело. Да, конечно, дышать тяжело. пылью. И это вредно для здоровья, поэтому надо обязательно вот маски. Ага. И этот фильтр воздуха нужен. Отлично. Андрей Мигунов у нас представитель Техноавиа. И, Андрей, приветствую нас в нашем поле батла. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, Дмитрий. Хочу представить вашему вниманию комплект СИЗов, необходимых участникам для участия в данном мероприятии. Начнем с чего? В первую очередь страдают от мелкодисперсной пыли, которая при деревообработке она висит в воздухе. Это полумасочка, укомплектованная двумя фильтрами со степенью защиты P3. Вот, что является самым высоким классом защиты от всего. Вот, данная масочка представлена российского производителя компании Unix. Это завод Сорбент и холдинг Зелинский Групп. Затем необходимые СИЗы для деревообработки. Это такие, как защитные очки открытого типа. В данном случае у нас представлена модель, называется Монако. Опять же от российского производителя, компании Суксунский оптико-механический завод, а ниже Росомс, который регулируется в двух плоскостях, как по вылету дужки, так и по ее наклону, что способствует удобной носке абсолютно любому человеку. Даже на азиатское лицо сядет. Даже нормально. на азиатский тип Отлично, лица, потому Дмитрий. что это большая проблема на самом деле. На самом деле, да, это действительно так. Вот, затем у нас идет защита слуха в виде наушников со степенью поглощения децибелов 27. Ну, это не является самым максимальным, но для защиты слуха в данном цеху этого будет предостаточно. Компания Техноавиа, да, небольшая рекламка, Дмитрий, можно? Да, конечно. Позвольте. 25 лет компания существует. Тоже юбилей, да? Тоже юбилей был в прошлом году, уже 26-й год, получается, пошел. На якутском рынке представлена компания Техноавиа. 30 лет по всей России, 31 год пошел. Вот, защита сотрудников рабочих предприятий – это наш приоритет, это наше все. Мы за этим очень щепетильно следим. Одежда, спецобувь, средства защиты, органов слуха, дыхания, зрения, головы. Все это представлено в нашем ассортименте. То есть комплекты от и до. Я знаю, на самом деле я являюсь активным потребителем продуктов, представленных в магазине Техноавиа, да, замечательно, абсолютно такие же маски я использую в собственном производстве. То есть это испытанная, ну, согласись, нормальная маска, когда вот так вот закрывает, а не полумедицинская маска, да. Наушники, когда станок шумит, особенно если коллекторный станочек, да, коллекторный двигатель. Монотонный шум. Да, это вообще очень тяжко, скажем, к концу дня очень сильно глохнешь. И щепки летят во все стороны, да, и в глазик, скажем так, если что-то попадет, это поликарбонат, я так понимаю. Это да? поликарбонат, Это поликарбонат, да. который можно, в принципе, дробиной из рогатки выстрелить, она, в принципе, Ничего с ним не будет. Здесь еще нанесено специальное покрытие, которое называется Strong Glass. Оно не запотевающее и защита от царапин. Вот, то есть можно смело в них работать в абсолютно любых условиях. Да, также скажу, что у нас столярное производство – это единственное, наверное, производство, где запрещаются перчатки. Почему? Ну, это опасно, потому что вот на станках же работаешь, там все крутится и Затянуть может. Да, затянуть может, и результат может быть плачевным. Очень плачевным. Если станок не оснащен, скажем так, соус-стоп, это может оказать. Поэтому перчатки, которые, ну, у вас же есть куча перчаток, Куча перчаток. обливные, там, то да сё и С так любыми далее, да, покрытиями с для любыми защиты от агрессивными абсолютно... средами работающие. Вот этот момент мы, к сожалению, опускаем, поэтому минус в рекламе вот этих вот замечательных перчаток, потому что столярное производство не терпит никаких перчаток. Даже если заноза, даже если прочее и так далее.
ни в Лучше коей мере не подходить к станкам в перчатках. Вытащить заноску, нежели лишиться... Абсолютно верно. Спасибо, Андрей. Спасибо, Дмитрий. Спасибо вашим коллегам за то, что поддержали наш такой замечательный проект. И мы переходим к следующему и уже приближаемся к отбору материала и к жеребьевке наших участников. Ким, готовься. У тебя будет на выбор одно из 3 изделий. А мы продолжаем. Представляем участников нашего батла. Участник номер 1 Ким Петров, 33 года, по специальности сварщик. В столярке 5 лет, своя хоббийная мастерская, специализация стулья и не только из сосны. Я всегда поражаюсь, почему у нас в Якутии нет делового леса. Но это вопрос отдельный. Это вопрос организации производства, это вопрос каких-то инвестиций и так далее. Но тем не менее, половина, наверное, если не больше, она у нас поступает с Витима. И, Ким, ну давай сейчас мы выберем, у нас тут несколько досок, по условиям у нас участник получает 2 доски длиной 4 метра. Давай мы сейчас вскроем и замерим влажность дерева, чтобы оно отвечает кондициям или нет. Вот скрыли упаковку. А у нас идет замер влажности. Влагомер это один из... Не показывает вообще. А, нет, что? 5,1. 5,1. Он просто не верит, Михаил Фруменчич не верит того, что насколько качественно может быть материал. Да? 5% сушки это очень хорошо. Да? Оттащи прямо вот сюда, вот на козлы. Ага. Сейчас мы отобрали материал, показал допустимое, скажем так, значение для материала. И в этой замечательной шапочке Техноавиа у нас 3, скажем, изделия. И сейчас Ким собственными своими руками вытащит то изделие, которое он будет делать из вот предоставленного материала. Открывай. Так, что же это? Подставка для обуви. Подставка для обуви. То есть мы показываем еще раз разворачиваем. Подставка для обуви. Он должен рассчитать погонаж материала, сколько ему нужно будет материала для того, чтобы сделать примерно, вот как вы сейчас видите на экране. Но еще раз, участникам было дано задание, то, что они могут не повторять и сделать собственный конструктив вот, подставки для обуви. Все изделия, которые будут изготовлены в ходе соревнований наших столяров-любителей, пойдут в вновь открываемый интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. В конце января сдается новое здание речевой школы с интернатом на 100 мест. И все вот эти изделия пойдут в качестве подарка вот вновь открывающийся интернат. Все, у нас подставка для обуви. Остаются 2 вот этих... 2 изделия для следующих участников. Сейчас я открою, да, чтобы показать, что было. Да. Ага, то есть в следующий раз мы Чтобы не разыграем, было такого, разыграем Подставка под Xbox. подставка под Xbox. И второй. Тан-дан-дан. Журнальный столик. Журнальный столик. То есть, в принципе, погонаж изделия, он весь небольшой, то есть в смысле объем изделий, да? Все, Ким, рассчитывай, там тебе нужны будут измерительные приборы, да? Да не. Ну, Ким приступает к исполнению эскиза своего изделия. Видимо, он посмотрел уже заранее, какие... Ну, Я уже такие делал когда-то. Уже такие делал когда-то. Отлично. Мы видим, что у него... Это как банкетка получается, да? Это банкетка и полка для обуви. Банкетка и полка для обуви. Я думаю, что для воспитанников интерната это будет очень необходимо, потому что в одной комнате живут там 4 человека, то есть для 4 человек обувь, в принципе, может поместиться. Длину изделия он делает 80 сантиметров, глубина 40 и высота 45 получается. Высота 45. Мгм. Ну и остается сейчас уповать на то, чтобы материала хватило и на клееные изделия, и на этот. Все, приступаем. Поначалу было требование отметить.
получает, я так понимаю, он будет сейчас клеить первым делом щиты, чтобы щит. Ким готовит деляны для склейки. Для этого нужно вывести одну абсолютно идеальную ровную поверхность, что он сделал в первую очередь. И потом два последующих угла он выводит на перпендикуляр. Это необходимо для более точной геометрии изделия. Это базовая операция, и любой столяр, в принципе, знает, как это. И в последнюю очередь он выводит скругление доски, которое изначально было, той на прямоугольник. Здесь идет подборка по годовым кольцам. Дело в том, что щит будет максимально прочным, если кольца они будут расходиться друг от друга или примыкать друг к другу вот под определенным углом. Меньше будет коробить. Да, меньше будет коробить и менее будет напряжение, скажем так, в готовом виде уже. Поэтому вот этот элемент это очень важный для того, чтобы подобрать правильное расположение, ориентацию щитов. Помечает деляны. Это еще раз тоже одно из базовых операций, и идет заклеим. Вот D3, серый, вот внизу стоит. Ага. Щепка верим дотомить. Кисте гох. Нюргунта хаюта келерге. Когда нет кистей, под рукой используется обычно более-менее ровная щепка для того, чтобы равномерно нанести клей. Клей использует он здесь, который стоковый, который здесь в цеху расположен. В цеху здесь использует столяр D3. Неплохой клей, по процентов, наверное, 60 изделий клеются на нем. Это продукция компании Henkel. Еще раз говорю, обладает неплохими характеристиками. Равномерно наносит клей. По идее, тут специальные кисточки есть? Да, силиконовые кисточки есть, или валики такие Сейчас силиконовые. такого нет, поэтому... Не в Париже, скажем так. Вообще, работа в чужой мастерской, это налагает определенные какие-то сложности, потому что в своей мастерской ты знаешь, что где лежит, что чем делаешь, и это всегда гораздо проще, чем работать где-то там у кого-то, либо у какого-то дяди, либо на каком-то производстве. Согласенки? Да, конечно. Угу. Но, Если пальцами можно, да, тем не менее, пачкаться не хочется. тем не менее, скажем так, не будет страдать. Здесь, наверное, играет роль толщина клеевого слоя. По правилам оно должно чуть меньше миллиметра быть. Все равно выдавится она. Да, выдавится. И выдавленный клей на очистке либо на шлифовальном, либо на рейсмусе. Все-таки Влажной тряпкой можно убрать до засыхания. Или шпателем, когда чутка подсохнет. Да. Все, он нанес, кроме первой деляны, все эти, и теперь восстанавливает просто свой рисунок. Смотрим. Используются трубные струбцины, которые подогнал один из участников. Он, кстати, пользуясь этим моментом, находится на первом выступлении, на первом конкурсном выступлении Кима Петрова. Мирослав Попов. Отвлечение на телефон – это один из таких…
Это зло. Телефон мастерской — это зло, если это не источник какого-либо звука, да? Типа блютуза и так далее. Смотрим. Правильность сжатия будет показывать вот эти выдавившиеся капли клея. И еще раз. Либо утром, либо после высыхания, либо и так далее. С шпателем все это выравнивается, и остаток вышлифовывается. Ну, поставил щит на склейку Ким, и идет на рез остальных деталей, которые ему пригодятся. Нужно будет ему сделать саргу сложной конструкции, ножки 4 штуки. И полочки он решил, по-моему, делать не щитом, а поскольку он не склеил сразу, а он речатой конструкции. Как он будет фиксировать речатые конструкции, это мы посмотрим. Потому что использование саморезов в открытом виде или так далее — это штрафной балл. В любом случае мы оцениваем столярное соединение, поэтому каких-либо крепежных, видимых крепежных соединений не должно быть. Ким настраивает циркулярную пилу для того, чтобы сделать, либо он будет сейчас резать рейки. Давайте посмотрим. Да, скорее всего, потому что он выставил примерно дюйм и будет, видимо, делать рейки. Ну, тоже рутинная операция на циркулярной пиле. Ким начинает следующую операцию, это калибровка изделий на рейсмусе. Вот то, что я говорил, фуговальный, круглопильный и рейсмусовальный станок, это составляют основу любой столярки. Если фуговальный позволяет вывести идеальную геометрию, круглопильный — это рез, то рейсмусовальный обеспечивает идеальную калибровку под одну толщину всех заготовок. И сейчас эмпирическим путем заготовки были 38 толщиной, исходные доски. Ким состругал еще примерно миллиметр, и где-то начиная с 37-36 он начинает калибровочку изделий. Каждым разом потихонечку опуская вал рейсмуса, чтобы снималось буквально доли миллиметров, и будет выводить, еще раз говорю, абсолютно идеальную калибровку всех заготовок. Основные параметры для рейсмуса — это вот в данном случае почти профессиональный четырехопорный рейсмус с чугунным столом, обеспечивает, ну скажем так, приемлемые нормальные эти. Все зависит от остроты ножей. Следующая операция, которую делает Ким, это калибровка изделий на барабанно-шлифовальном аппарате фирмы Powermatic. Это на самом деле очень хорошая возможность. Обычной жизни, допустим, хоббийщики никогда не купят такое вот оборудование. И у Кима замечательная возможность попробовать, как ведет себя профессиональное оборудование. Да? И смотрим то, что заготовки у него выходят почти как из рейсмуса, то есть калибруется уже с помощью наждачной ленты. Эти рейки он будет использовать для ярусов
я так понимаю, подставки для обуви. Выходит следующая партия, она калибрована тоже по толщине, точно так же и очень идеально. И в зависимости от того, какая тут стоит зернистость шлифовальной бумаги, ну, скажем так, тонкость обработки тоже зависит. Как тебе, Ким, Powermatic? А? Нормальный аппарат. Powermatic это нормально. Смотрим, какие там штурвальчики. Там, с той стороны, если посмотреть, полностью цифровой контроль толщины заготовки и все прочее, скорости подачи, стружкоотсос. Ну, на самом деле, хоббийщики используют такие более усеченные версии, Белмаш производства там, или Jet. Но Powermatic это профессиональная серия Jet, это уже, скажем так, серьезный инструмент. И вот за такими рутинными операциями проходит день, то и два, чтобы получилось небольшое изделие на самом деле. То, что у нас ребята взялись за 5 часов изготовить одно изделие, это, я считаю, большой трудовой подвиг, потому что на скорость, и при этом все пальцы должны остаться целыми. Как мы видели, достаточно много операций сопряжено с определенным риском для пальцев, для зрения, для органов дыхания и так далее. Еще раз, СИЗы, техника безопасности – это основное требование к любому производству. Ну и немаловажно то, что, скажем так, если бы мы ездили к Киму, допустим, в домашнюю мастерскую, у него было бы все очень привычно, станки привычные и так далее. Но когда мы разговаривали с руководителем ООО «Профи» Андреем Анатольевичем Высоких, у него здесь есть парк основных стационарных аппаратов, то есть рейсмус, фуговальный, круглопильный станок. И, в принципе, мы уравняли шансы всем участникам. То есть и второй, и третий участник тоже будут работать на этом же оборудовании. Шансы как бы уравниваются с одного и того же материала. Мы будем оценивать конечный результат. Ну и, конечно же, технику исполнения изделия. Ким сейчас озаботился красотами, то есть у него по проекту он строго следует, скажем так, предложенному организаторами эскизному проекту и делает вот такие вот крестовидные, в пол дерева нарезанные, даже не в пол, а какую-то долю, нарезанные украшения для боковин. Для этого он на торцовке с ограничителем нарезал пазы, зачистил их и склеивает все оптом, скажем так, при помощи одной струбцины. Тоже операция довольно-таки простая, но требующая определенной доли аккуратности. И вот так вот склеивает. Вот эти крестовидные украшения, они встанут в боковины нашей подставки для обуви. Ну и сейчас нужно будет озаботиться, скажем так, монтажными уже пазами и шипами. Напомним, что Ким выбрал все-таки домино. Это вставной шип из бука, вот такого вот плана. Смотрим. Это готовое изделие. И остается на заготовках нарезать пазы для того, чтобы вот эти шипы, они плотно встали и обеспечили превосходную, кстати, жесткость и аккуратность. Сейчас вы все сами увидите. Сейчас идет разметка, и Ким размечает заготовки, и после этого приступит к фрезерованию всех вот этих пазов. Представляем дюбельный фрезер компании Festool, это Domino XL, Domino 700. И при помощи вот этого дюбельного фрезера Ким сейчас собирается нарезать пазы под вот такие вот дюбеля. Но размечена, вот эта вот штука выставлена. Мы видим, что здесь есть обхват заготовки. И, скажем так, давай первый рез.
Итак, у Кима Петрова остается час 30 минут примерно. Пошла спешка, пошла жара. И он находится сейчас на стадии, скажем так, предсборочной. То есть, что предполагает сборка? Сначала сухую, и у него есть сложность в виде декоративного элемента. И еще он должен профрезеровать, скажем так, основание, пазы для реек, которые должны образовать нижнюю и среднюю полочки. Ну, он склеил крестовидные перекрестные декоративные элементы на торцовке и разметил на домино все соединительные уже элементы. И сейчас он в сухую собирает вторую боковину для того, чтобы ну, посмотреть, как сядут вот декоративные элементы. Сухая сборка — это достаточно быстрая. В ножку вставляется вставной шип, и вот эти вот стороны, которые размечены, они идеальны по высоте, то есть никаких перепадов по высоте и так далее. Но плюсом-минусом может быть какие-то вещи, когда, смотри, разметка не там, где там. Здесь-то ровно. Здесь-то ровно, да. А если здесь вот так вот переставить? Может, ровнее будет, потому что здесь... Так не переставится. Почему? Вот же. Вот так получится. Все понял. Понял. Извиняюсь, что помешал, но сыграла злую шутку разметка. Вставляется еще одна ножка. Все четко. Перепадов по высоте, ну, значимых перепадов по высоте нет. И вторая стенка готова, и остается, скажем так, разметить места под вот эти вот крестовидные декоративные элементы. Чем сейчас Кими займется, мы сейчас не будем мешать. Еще раз говорю, час 30 примерно остается у участника, и запчастей у него остается вот столько. То есть из 8 метров у него остается, ну, сантиметров 80 всего доски. Все остальное пущено на обрезки, и он использовал. Ну что ж, уже как бы намечается интрига, уже намечается как бы некий спортивный интерес. Пошла жара. Успеет или не успеет Ким Петров, очень скоро мы узнаем, какова квалификация мастера для того, чтобы справиться вот с достаточно сложной для любителя задачей сделать подставку для обуви, которую мы отдадим в один из детских учреждений города Якутска. С вами Дмитрий Аргунов, это программа «Столярный батл» на канале Якутия-24. К году труда мы запустили ряд соревнований по рабочим профессиям среди любителей. Ждите соревнований по сварке среди любителей, операторов ЧПУ. И я надеюсь, что наши девочки из рубрик «Мы вам покажем» и «Испытан на себе» проявят инициативу и запустят подобные батлы для, к примеру, швей. Вот так вот. Ну, уже идет, еще раз говорю, интрига. Становится интересно. И мне, как судье на поле, судье, играющему судье, можно сказать, потому что я подхватываю, там, помогаю настраивать кое-какие вещи и так далее. Очень-очень интересно посмотреть, как со стороны, как работают те или иные мастера. Сегодня очередь Кима Петрова, завтра выступает Алексей Нерсизашвили. Заметим, что он артист цирка. Стаж столярки примерно 2-3 года. Ну, Ким занимается столяркой года 4. Уже 5? Уже 5 практически, да. У него своя небольшая столярка на Покровском тракте. Он мой сосед. И вообще, в принципе, многих из нашего столярного сообщества я знаю лично, поэтому еще раз, я в теме, мне интересно. Я думаю, что и нашим телезрителям будет интересно, потому что, еще раз, из вот таких вот вроде бы невзрачненьких таких брусочков дерева и так далее получается предмет интерьера, который не стыдно будет поставить в любой интерьер, и в городскую квартиру, и в частный дом, и тем более в социальное учреждение, как в нашем случае. Смотрим дальше.
Ну что ж, дорогие телезрители, мы не стали вас сильно мучить всеми подробностями всех операций. Скажем, что сейчас первый участник Ким Петров приступает уже к сборке изделия. Это основной этап, когда все просчеты и так далее, они будут видны на корню. Михаил Фурменович подъехал, это кандидат технических наук, специалист по деревообработке и специалист по технологиям деревообработки, то есть это один из наших, скажем так, экспертов, которые оценивают. Но, Михаил Фурменович, согласитесь, что день первый — это очень много установочных моментов, настройки там и так далее, и так далее. Завтрашним и послезавтрашним участникам будет гораздо легче, и, скажем, спасибо Киму, что согласился быть первым. Да, конечно, вот сложно быть всегда первым, потому что здесь сегодня вот было много организационных моментов, где оборудование никто не знал, что и так далее, да. Поэтому, то, что он может и выйдет за рамки, да, работы, это не будет минусом, конечно, ему считаться. Я сам видел, как все начиналось, сколько там минут ушло, пока подготовиться. Да. Ну, и Сумбурно было. Да, сумбурно было. Но это, конечно, и выводит участника из колеи, потому что, общаясь там, скажем, с людьми, когда идет съемка и так далее, человек... У нас же в положении было прописано, что телевизионные моменты, когда обращаешься к участнику, что так покажи, Да. так покажи, это оно как бы не защищает. Поэтому я думаю, что участнику первого дня не будем ставить большие штрафные баллы за это. Да. Но мы заметили одну особенность. Да, это я более чем гарантирую, что он будет касаться всех участников. Да. Это пренебрежение СИЗами. Да. СИЗами. Ну и некоторые Да, Ким, не моменты обижайся, по это технике безопасности. такой, понимаем, что ребята привыкли, налегке, у себя дома и так далее, и так далее. Да? Но культура производства, вот не дай бог, Кима завтра пригласят главным технологом там какой-нибудь Сахамебель, да, или что там будет возрождено. То есть культуру производства всегда нужно придерживаться. Согласись, что просто дольше будет жить. Да, конечно. Да. Ну и данный конкурс именно предназначен для повышения культуры работы с деревом, да, вот, как столера. И вот именно когда, скажем, участники пренебрегают основами техники безопасности при работе, это, конечно, недопустимо, с одной стороны. Но с другой стороны, мы можем сделать поправку, что это все-таки любители. Да, Это, любители. а у любителей как принято? Пока палец себе не отрежешь или что-нибудь 21-е, Да. ты не будешь, скажем, придавать большого значения. Поэтому у Кима все впереди, возраст у него молодой, ему 33 года. Ну, как говорится, больше пальцев, Да, больше пальцев к концу жизни отрубают это не любители, а обычно профессионалы. профессионалов, у которых размазалось, скажем так, Да. замылился глаз, скажем так, который будет, я смогу, я сумею и Да, так да. далее. Да? Просто хотел бы отметить, пока вы говорили, я вот даже слова не мог выговорить. Здесь смотрел за ходом работы. То есть как мастер хорошо, быстро собирает изделия. Да, это очень, Да. очень Завораживает. важно, да. То есть во время таких операций о чем-то там говорить практически невозможно. Мы завершаем первый день, и у нас вначале было приветственное слово и оргкомитета, и партнеров. Еще раз, мы дали задание каждому участнику по 2 доски, по 4 метра, которые мы купили. Вернее, в качестве партнерской, скажем так, поддержки нам сделал ООО «Лесторг», это же ИП Савенкова, сам Никосон признал, что он материал покупает ИП Савенковой. Да? Замечательная, хорошая сушеная доска, которая, прямо из, скажем так, из упаковки, она легла в основу наших замечательных изделий. Изделия мы отдадим детское какое-нибудь учреждение. Одно из было предложено там новое здание речевой школы, где есть интернат на 100 мест, которые в таких вещах, надеюсь, нуждаются. И у ребят возможность была поработать на пауэрматиках, на джетах, на хорошем оборудовании, стационарном, профессиональном, да, и фистул. Фистул — это икона в деревообработке, которая, не каждый день удается поработать на домино, который сейчас стоит 250 тысяч рублей. Согласись? Вот. И еще раз, оценочный день будет 3-й. Мы пока завершаем первый день.
скажем так, финишном вещи. У Кима еще остается минут 20 с учетом тех вещей, которые он переживался и так далее. Но мы засчитывать ему отступ от времени не будем по общему соглашению и будем оценивать конечный результат. То есть Киму остается сейчас работать на конечный результат. С вами был Дмитрий Аргунов и Михаил Лавров. Это «Столярный батл». Смотрите нас по субботам. Первый участник это был Ким Петров, 33 года, в столярке 4, вот уже 5-й год. И делает все абсолютно, начиная от мебели в ванну, заканчивая там кроватями. Кстати, повышайте демографию, покупайте кровати ручной работы от Кима Петрова, от Мирослава Попова и от меня даже можете купить. Повышайте демографию, потому что у нас не только год труда, у нас же еще вообще повышать надо рождаемость, приближаться к миллиону. Столярный батл смотрите по субботам на канале Якутия 24. И вот у нас день первый заканчивается, и первое изделие, которое сделано за 5 плюс-минус часов, это подставка для обуви. Общий вид у нас такой. Нижние трапики съемные для того, чтобы, ну, в случае там загрязниться, если или что-нибудь типа такого, можно было очистить. И крышка, которая невидимыми, то есть снизу притягивается саморезами. Это мы оставим за кадром. Факт то, что изделие вот у нас по итогам первого дня готово. Ким Петров, первый участник нашего столярного батла, и его изделие подставка для обуви в стиле рустик. Ну, такой получается рустикальный стиль. Ну, вот так вот.